Они разворовали все деньги, но проблему так и не решили. Досмотрите это видео до конца, на что жалуются таджики и почему из-за халатности наших властей погибают люди. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Азиатский банк развития одобрил дополнительное грантовое финансирование в размере 43 миллионов долларов для повышения безопасности и надежности дорожной сети на юге Таджикистана. Часть этой безвозмездной помощи будет направлена на расширение доступа женщин к социальной и экономической деятельности, говорится в распространенном пресс-релизе АБР. Учитывая горный рельеф, отсутствие выхода к морю и тот факт, что другие виды транспорта остаются недостаточно развитыми, автомобильные дороги играют ключевую роль в перемещении людей и товаров в Таджикистане как внутри страны, так и за ее пределами, отмечает генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. Он подчеркивает, что АБР предоставил всестороннюю помощь для улучшения ключевых международных дорожных коридоров. Сейчас мы работаем над укреплением внутренней дорожной сети, где это отвечает потребностям правительства, добавил Жуков. В релизе говорится, что дополнительный грант будет направлен на реабилитацию 40-километрового участка дороги от Окмазора до Бахтара в густонаселенной Хатлонской области на юге Таджикистана. Дизайн строительных работ включает в себя элементы, устойчивые к изменению климата, чтобы защитить дорогу от возможных экстремальных погодных условий и сделать ее доступной круглый год, отмечается в сообщении. Он также включает в себя элементы безопасности для повышения безопасности и комфорта участников дорожного движения. Отмечается, что данная безвозмездная помощь дополняет текущий грантовый проект в размере 67,5 миллионов долларов, утвержденный АБР в 2020 году для реабилитации участков дорог Дангара-Акмазор и Хулбук-Кангурт, разработки системы управления дорожными активами и улучшения доступа женщин в проектных зонах к социально-экономическим возможностям. В сообщении отмечается, что данные участки дороги соединяются с Азиатским шоссе 66, жизненно важным автомобильным соединением между азиатскими и европейскими странами. Проект поддерживает цели программы Центральноазиатского региона экономического сотрудничества путем улучшения связности и конкурентоспособности ключевых национальных дорог, которые соединяются с международными коридорами. Этот проект поможет укрепить дорожное сообщение на юге Таджикистана. Местные жители и предприятия получат выгоду от улучшения дорог. Наша помощь в разработке системы управления дорожными активами поможет правительству определить, где требуется техническое обслуживание дорог и своевременно его проводить, что в конечном итоге поможет обеспечить долгосрочную устойчивость дорог, сказал специалист АБР по транспорту в Центральной и Западной Азии Рика Эйдей. АБР является крупнейшим многосторонним финансовым донором Таджикистана, который с 1998 года оказал республике помощь на сумму свыше 2,5 миллиардов долларов, в том числе свыше 1,8 миллиарда долларов в виде безвозмездных грантов. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь многие таджики сетуют на то, что эти дороги делаются очень долго, не так качественно, и непонятно, куда деваются эти миллионы долларов, ведь по факту не сказать, что там строится что-то действительно масштабное и на века. А как вы относитесь к этой ситуации и довольны ли вы новыми дорогами в Таджикистане? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А реабилитация автодорожного участка Калай-Хумп-Ванж до границы Рушана, который считается наиболее трудопроходимым отрезком автодороги Душанбе-Харок-Кульма, продолжается с июля этого года. Протяженность участка Калай-Хумп-Ванж в настоящее время составляет 109 километров, однако после реабилитации планируется сократить ее до 90 километров. Занимается реабилитацией этого участка китайская компания. На реабилитации этого участка правительство Китая предоставит гранты в размере 230 миллионов долларов. Реабилитация предполагает строительство двухполосной дороги третьей технической категории, 2 тоннелей протяженностью 5,2 километра, галереи общей протяженностью 490 метров, 15 мостов и других объектов. Ожидается, что реабилитация этого участка завершится к концу 2024 года. Корреспонденты проехали по этому участку и увидели, как на данный момент обстоят дела. Как вы думаете, эта работа
которая делается в течение 3 месяцев. Довольны ли вы вообще дорогами в Таджикистане, особенно в труднопроходимых местах, где она должна быть лучше всего? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии у нас. Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.